Этническая составляющая этого конфликта – это самая опасная составляющая. Наконец, вновь начали решать проблему границ. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Таджикистан и Кыргызстан обсудили вопрос обмена задержанными гражданами. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Найти вариант, который бы удовлетворил все стороны в полной мере, невозможно. Значит, необходимо искать взаимные уступки. Представители органов самоуправления, прокуратуры, милиции и пограничных служб Таджикистана и Кыргызстана обсудили вопрос обмена ранее задержанными гражданами. Встреча состоялась 22 февраля в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана. Состоялись переговоры. Мы ожидаем результатов. Это не тот вопрос, который можно решить быстро. Для решения некоторых вопросов на границе необходимо использовать дипломатию, сказал полномочный представитель Кыргызстана в Баткенской области Амурбек Суваналиев. В Кыргызстане находится 15 задержанных граждан Таджикистана, а в Таджикистане 9 граждан Кыргызстана. Глава МИД Таджикистана Сираджидин Мухридин ранее заявил журналистам только о 14 задержанных таджикистанцах в Кыргызстане. 14 граждан Таджикистана, уроженцев района Джайхун Хатлонской области, были задержаны 11 февраля в кыргызском городе Каракуль. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, отметил он 15 февраля на встрече с журналистами в Душанбе. Тогда он заявил, что уже начата процедура по защите прав таджикских граждан. Мы всегда находили общий язык с властями Кыргызстана и защищали права наших граждан. Этот вопрос находится под контролем, и я надеюсь, что проблема решится положительно, сказал он. Также глава МИД Республики Таджикистан сообщил о том, что Таджикистан уже нанял адвоката для защиты своего гражданина, 45-летнего уроженца города Исфара Фурката Абдуфатоева, который по просьбе Кыргызстана был задержан в начале февраля в Башкортостане. Тем временем на территории Таджикистана ранее за нарушение государственной границы также были задержаны 5 граждан Кыргызстана. После их задержания в соцсетях Кыргызстана стали распространяться сообщения, что якобы силовики Таджикистана задержали их в качестве заложников. Позже в ГКНБ Кыргызстана заявили, что распространяемая в соцсетях информация об удержании таджикскими силовиками граждан Кыргызстана в качестве заложников является фейком. 16 февраля 2021 года 5 граждан Кыргызской республики были задержаны на территории Таджикистана за нарушение государственной границы при попытке нелегального вывоза с территории Таджикистана 900 кг металла, 2 голов крупнорогатого и 3 голов мелкорогатого скота. В отношении данных граждан таджикская сторона проводит следственное мероприятие, говорилось в сообщении ГКНБ Кыргызстана. О других 4 задержанных жителях Кыргызстана в Таджикистане, кто они и когда задержаны, власти и СМИ соседней страны ничего не сообщают. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также напомним, что в Баткене 22 февраля прошел митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане. Тогда участники акции пригласили на встречу полпреда, представителя Кыргызстана в районе Амурбека Суваналиева. Родственники отметили, что задержанные в Таджикистане возвращались со скотного рынка, расположенного на таджикской территории, и по дороге были задержаны. Никаких нарушений с их стороны не было. На встрече с митингующими Амурбек Суваналиев сообщил, что со стороны правоохранительных органов проводятся переговоры для возвращения кыргызстанцев на родину. Он отметил, что все вопросы должны решаться в рамках законов путем переговоров. Для перехода к госгранице из Баткена в Таджикистан есть 3 КПП. Овчекальяча-Кулунду между Бабаджан-Гафуровским районом и Илейлякским районом. Маданият-Кайрагач между городом Канибадом и Лиляйским районом, а также Гулистон, Кызылбел между городом Исфара и Баткенским районом. Переход границы в других местностях является нарушением закона. Также на таджикско-кыргызской границе есть специальные транзитные дороги. Пересечение границы по ним не считается нарушением. Со стороны Таджикистана это Исфара, Саманиёж, Варух, а с кыргызской стороны Кокташ, Таш, Тумшук, Аксай. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркованы только 504 километра. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных продолжаются. Но вот уже вновь активизировались переговоры по этому поводу, и будем надеяться, что как можно быстрее начнется реальное решение этой проблемы. А как вы считаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Люди, которые должны принимать решения, они должны быть настроены на принятие этих решений, несмотря ни на какие те последствия, которые могут за этим возникнуть. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.